Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы по-ранейшаму абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачаючы за невялічкую затрымку, наша віна, зацягнулі трошку папярэдні эфір з прадстаўніком Белпола Владимиром Жыгарам. Дарэчы, яшчэ раз звяртаюся да ўсіх, зайдзіце на YouTube канал Белпола, выдатнае расследаванне датычна Белаза. Вось учора у нядзелю выйшла 4-я частка заключная гэтага расследования, хотя не зусім заключная, тому что, як вось анансаваў Владимир, будзе яшчэ кавалачак про тое, что оказывается нават на Белазе вырабляюць зброю для расійскай арміі. Белаз, уявіце сабе маштабы задзейнічання беларускай эканомікі, беларускіх прадпрыемстваў ва ўсіх гэтых жудасцях, якія твораць расійскія акупанты на украінскай зямле. Але я рады вітаць чарговым нашим рэгулярным штотыднёвым эфіры дацэнтка, кандыдатка гістарычных навук, экспертка па міжнароднай палітыцы Роза Турабекова. Добрый день, спадарыня Роза. Спадарыня Роза, штосьці... у вас не подключены гук, я вас не чую. Не-не-не, не ідзе гук, паглядзіце, калі ласка. Ад вас не ідзе. Ну, нешта здарылася, мне гукаінжынер кажа, што ад вас гук не ідзе до нас. Зараз я думаю, что во, все ёсць, выдатна. Бачыце, нешта там соскочило. Бывае, накладачки. Тым не менш, ўсё ж таки залежым у пэўным ступені мы ад тэхнікі, але я да вас зараз як да эксперткі па міжнароднай палітыцы. Здаецца, ці то ўчора, ці то заўчора з'явілася навіна пра тое, што Дзярждэп даў такую рэкамендацыю грамадзянам ЗША не наведаваць Беларусь. Тым, хто знаходзіцца ў Беларусі, рэкамендавана адтуль з'ехаць. Ну, а кому патрэбная консульская дапамога, то таксама выязджаць з Беларусі ў бліжэйшыя краіны, дзе працуе консульскія прадстаўніцтвы ЗША, і там па вось гэтую консульскую дапамогу звяртацца. Я цытую: «Усё гэта з-за таго, што праз адвольнае прымяненне законаў беларускімі ўладамі, рызыкі затрымання, патэнцыйныя магчымасці масавых пратэстаў, садзейнічанне Беларусю вайне Расіі супраць Украіны, абмежаваныя магчымасці пасольства ЗША аказаць дапамогу грамадзянам ЗША у гэтай краіне». Что это означае? Гэта, ну, такая фармальная нейкая такая рэкамендацыя, якія час ад часу даюць Дзярждэп грамадзянам ЗША па ўсім, ну, у той ці іншай краіне свету, ці ўсё ж таки не ўсё так адназначна, як кажуць? Не все так однозначно, тому что такие рекомендации, яны даются не звычайно, яны даются як бы як вынік того, что яны назіраюць у краіне. Вось і зараз у Беларусі адносна іншаземных, так названых іншаземных гасцей адбываецца такая шпіянаманія. Вось, і мы гэтыя прыклады шпіянаманіі видим увогуле у такім экзатычным, як бы у экзатычнай форме. Я маю на увазе уже двое грамадзян Японіі былі затрыманыя і выдвинуты супраць іх абвінавачання ў шпіянажы. Ну вось я нават не ведаю, што могуць як бы граждане Японии такого важного для сябе як бы там выведываць, потому что я не ведаю, якія такія секреты беларускай індустрии, экономики, чего там ВПК могут яны як бы выведывать, но насамрэч гэта ўсё як бы характарызуе тое, што зараз адбываецца ў краіне накануне перад так названай выбарчай кампаніі. Вось зараз она пачынаецца, і разам з гэтай выбарчай так званай выбарчай кампаніі пачынаецца новая такая хваля рэпрэсій.
адбываецца затрыманне не только беларускіх грамадзян, но і иностранных таксама. І вось я так зразумела, што з аднаго боку тое, што адбываецца ў краіне, з другого боку абмежаванае прадстаўніцтва ЗША ў краіне не дает як бы вось такой надзеі на тое, што яны змогуць як бы абараняць інтарэсы сваіх грамадзян. І як бы і нема як бы такой падставы і нема такой надзеі на законы, таму што яны як бы не гарантуюць вось такой статус, нармалёвы статус для иностранных грамадзян і таксама для беларускіх грамадзян. Вось таму государственный департамент США ён не дае такія рэкамендацыі звычайна. Гэта ўсё як бы вынік назірання, і яны вось гэта як бы такім чынам яны спрабуюць не только вось предупредить, да, грамадзян, но і з другого боку зняць з себя вось частку вины, калі нешта адбудзецца, яны не смогуць як бы зрабіць такую паўнавартасную абарону іх інтарэсаў. А вось як бы для них это гэты пункт, як бы першы пункт у дзейнасці амбасад ЗША за граніцай, за межамі, гэта абарона інтарэсаў грамадзян ЗША. Гэта па-першае. Іншае, як бы это таксама важныя справы, но па-першае это абарона інтарэсаў грамадзян США. І калі вось Госдеп як бы выпускае такую заяву, ну як бы гэта не звычайна, гэта вельмі сур'ёзна, к этому вельмі сур'ёзна трэба ставіцца, таму што США вось такія рэкамендацыі яны робяць, напрыклад, калі адбывалася вось гэты напад са стороны Хамас в Ізраілі адносна ізраільскіх грамадзян, і вось тады Госдеп США таксама выпускаў як бы схожую такую падобную, да, заяву. А вось як бы адносна Беларусі, вось з іх пункту гледжання, з іх весьма як бы компетентного пункту гледжання, гэта зараз магчыма, калі адбудуцца затрымання, і яны не змогуць як бы абараніць інтарэсы грамадзян сваіх. Вось так што я так як бы для мяне гэта таксама паказчык, крытэрый адносна того, што унутраняя сітуацыя ў Беларусі яна пагаршаецца. Я трошку так у бок адыйду ад нашай канвы, просто пытанне ад нашага пастаяннага гледача Владимира, які ён задае: калі б пані Роза не была б медыйнай персонай, я б гэтага пытання не задаў. Ну і далей цікавіцца, ці ёсць у спадарыні Розы дзеці, ці ведаюць яны мову. Я, можа быць, замест спадарыні Розы адкажу, таму што я ведаю выдатна і яе мужа, беларускамоўнага выдатнага гісторыка, эксперта Павла Терешковича, беларускамоўнага адзначу, і знаёмы добра са старэйшым сынам спадарыні Розы. Ну, называць імя не буду, можна, не можна, тут не важна, але знаёмы асабіста, і ведаю, што ён таксама выдатна ведае беларускую мову. Вось наш адказ Владимиру. Ну і плюс заўважце, як за буквально можа быць пару месяцаў спадарыня Роза подцягнула сваё валоданне беларускай мовай. Ну, параўнаць першыя наши эфиры і вось нават сённяшні, гэта, умоўна кажучы, неба і зямля. І я думаю, што толькі калі б абмяжоўвалася яна вось размовамі са мной падчас эфіраў, то наўрад ці б яна так подцягнула. А вот дзякуючы і мужу, і сыну, вось такі прагрэс маем. Так што працягвайце, не спыняйцеся. Дзякуй вялікі. І я думаю, спадар Владимир, вы атрымалі адказ на сваё пытанне. Я працягну гэтую тэму ЗША і сітуацыі ў Беларусі. Ведаеце, мне скінулі сёння наш агульны сябра Яўген Магда цікавы такі скрын з тэлеграм-канала такого расійскага прапагандысцкага, наколькі я ввогуле разумею, там хтосьці з гэтых так званых ДНР, ЛНР яго вядзе, Политджойстик он называется. Байденовцы готовят переворот в Беларуси. Центральная роль у поляков и украинцев. Байденовцы будут сжечь все и везде, осложняя Трампу ситуацию. Все по плану.
Госдепартамент США призвал своих граждан немедленно покинуть Республику Беларусь, а тем, кто уже находится в стране, посоветовали избегать массовых мероприятий, пересмотреть использование электронных устройств и ограничить активность в соцсетях. Также рекомендуется заранее продумать план действий на случай ЧП и зарегистрироваться в системе СТЭП для экстренной связи. Вось так вось, не все так однозначно, як кажуть, все ж таки рыхтуюць там вот это вот дзярждэпы с ФБРами, ЦРУшниками, штосьці вот міну нейкую под, извините, філейныя часткі Лукашэнкі. Ну, па-першае, як сур'ёзна можна каментаваць вось такія больныя фантазіі. Я так зразумела, што мабыць яны не зусім былі трэзвыя, потому што такое на ум можа прыйсці толькі у такім, калі чалавек знаходзіцца ў такім стане. Вось, па-другое, гэта характарызуе тое, што яны рабілі. Это іх сцэнар, тое, як яны рабілі пераварот у Донецку, Луганску. Вось яны бы так зрабілі. Яны бы ўсё бы там пажглі, што там, як там па сцэнарыю, вось у меня фантазія. Ну, карацей кажучы, там ўсё жгі, палі, рэж, там ўсё... Вось, і переворот, галоўны переворот, вось, да, захапіць вось гэты будынкі правительственные, да, і вось там скінуць гэты сцяг, на яго паставіць другі сцяг, а потым, значит, это як там гуманітарны конвой, і под улікам гуманітарного конвоя вось войдут натовскія войска у Беларусі. Я ўсё зразумела добра. Вось. Ну, вось гэта калька з таго, што рабіла Расія дакладна ў Донецку і Луганску. Вось яны зараз нам паспрабавалі апісаць той сцэнар, які адбыўся ў 2014 годзе. Вось гэта вельмі падобна да таго, што ну так вось у галаве такія схемы. Дзярждэпартамент, калі я знаёмая з часткай амерыканскіх дыпламатаў, якія зараз так или інакш займаюцца Беларусью, яны бы не толькі бы здзівіліся, но яны бы таксама бы казалі бы, што вось гэта вельмі характарызуе тых людзей, якія пра гэта пішуць. Это не пра Дзярждепартамент. Яны такімі сцэнарамі не руководствуюцца. Для іх гэта ўвогуле дзікасць. Гэта дзікасць. Это дзікасць, імперскасць, дзікасць, вось такой волюнтаризм, карыстанне насилием, вось распаўсюджанне насилия и гэтак далей. Вось да, и главное сжечь, да, все огнем. Пусть все горе, но огнем. Вось это не про американцев, это и не про поляков. Вось это все про русских. Они про сябе пишут. Дарэчы, трошечку, можа быть, раз вы узгадали амерыканскіх дыпламатаў, палітыкаў, з якімі там маеце нейкія размовы, сустрэчы, якія ў іх сёння адносіны да беларускага пытання і якім бачыцца месца Беларусі? Я чаму гэта пытаюся? Я прыгадаў, там, скажем, нулевые, там вот бліжэй там паміж нулевымі і 2010 годам размовы з амерыканскімі дыпламатамі такія непублічныя, і яны казалі, што у прынцыпе мы выдатна разумеем, што Беларусь гэта ўжо у сферы інтарэсаў России, ну мягко назовем. Калинин сказать, что мы уже отдали Беларусь России, мы разумеем, что яна для нас страченная, сгубленная, и мы тут находимся у Беларуси только тому, что некалі Лукашенко узяў грошы от США за тое, каб знішчыць вот все гэтыя шахты ядерных ракет, грошы-то ўзяў, а шахты-то не знішчыў, не затопленыя, нічога з імі не зроблены, і мы сядзім тут, каб кантраляваць гэтую сітуацыю, хаця выдатна разумеем, што вот не больш за тое, гэта ўжо расійскі пратэктарат. Сёння змянілася стаўленне ці не?
Ну, па-першае, это тое, што адбылася ў 2020 годзе. Яно як бы было такое вельмі яскравае такое івент для іх. Гэта па нашаму меркаванню гэта першая беларуская рэвалюцыя. Па іх меркаванню гэта вось такая первая спроба беларускай нацыі заявіць о сябе. І гэта ўсё як бы складае вось такую картыну, такой малюнак адносна гэтага рэгіёна, што калі яны рабілі ставку выключна на адносіны з Расіяй, і гэта як бы последствия или следствие, да, гэтага засталося тое, сталася тое, што зрабілася зараз і з Украінай, і з Беларусью. І для іх гэта як бы вельмі такі прымер, як з майго пункту гледжання, такі прымер таго, што яны ў свой як бы час не змаглі вось як бы распазнаць тое, што адбывалася ў гэтых краінах. Это па-першае. Па-другое, тое, што калі вы не можете остановить Россию, гэта будзе пагрозай для НАТО, гэта будзе пагрозай для Европы. І вось гэта прыклад того, што Россия, яна же не остановится на Беларусі, на Украине. І таму вось нельга было вось так вот разважаваць, як ваши там знаёмыя, да? Гэта была памылка, вельмі сур'ёзная памылка, стратэгічная памылка. И это першае. По-другое, это той формат, які зараз адбываецца паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі з аднаго боку, і не толькі дэмакратычнымі сіламі, но і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, таму што я ведаю, так или інакш, я ведаю состав тых людзей, якія як бы прымалі учасце, удзел у гэтым стратэгічным дыалоге, я маю на увазе. І я бачыла сваімі глазамі, сваімі вачамі, як робіцца гэты стратэгічны дыалог. І мало того, я как бы знакомилась с тем, что подразумевается под стратегическим диалогом. Ведь стратегический диалог с другими странами, как правило, устанавливается тогда, когда вот этим странам длительное время по каким-то причинам не уделялось там внимания, и устанавливается такой стратегический диалог, как правило, с правительством, то есть с правительством, которые контролируют территорию этой страны. И белорусские демократические силы – это первый пример, исторический пример того, что стратегический диалог как форма отношений установлена не с государством и режимом, вот, а с белорусскими именно демократическими силами. И одной из важных центральных тем, помимо политзаключенных, там является тема идентичности. Они зразумелі тое, што калі не падтрымаць беларускую нацыянальную ідэнтычнасць, вось яны гэта ўбачылі на прыкладзе Украины. Як бы это, если мы помним, что все-таки в Украине вот этот вот национальный проект, да, строительство национального государства, национальная идентичность, она была все-таки мощнее, сильнее, и политические элиты в Украине, они поддерживали это, да, это вот нават с того пункту гледжання, что усе як бы украинские политики, яны размаўляюць на украинской мове. Я не имею в виду зараз вось тое, што адбылося з Зеленскім, і вось ты як бы навейшыя вось гэтыя тренды, якія зараз адбываюцца у таком накірунку канцелінг, да, вось отмена русской культуры, да. До гэтага я имею в виду, маю на увазе, што вось добры прыклад был Украіна з гэтага пункту гледжання. Там много іншых было праблем, негатыўных як бы памылак і гэтак далей, но вось з гэтага пункту гледжання. І нават з улікам гэтага ўсё ж таки не уделялось вот это вот внимание, важное внимание именно национальной идентичности. А когда они увидели революцию 2020 года, когда они увидели вот этот вот определенный перелом, связанный с такой важным шагом в осмыслении, да,
белорусов себя как нации, мовы как центрального элемента. Вот, они это буквально, вот это стремление, да, імкнення, яны зараз падтрымліваюць. Вось значная частка стратэгічнага дыалога, яна прысвечана вось беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. І гэта вельмі важна, потому что американцы не только вот эти все эти заговорщические теории, да, вот это вот теории заговоров, всех этих переворотов, это все для русских. Вот. А для американцев самым главным является определение стратегии. И они в этой стратегии в отношении Беларуси стали уделять внимание именно национальной идентичности. Потому что они видят в этом важный стратегический элемент, который уже заявлен как стратегический. Он уже является стратегическим. Поэтому они его и поддерживают. И, может быть, нам с вами это не всегда бывает видно, потому что большое видится на расстоянии. Это Да, точно. вот я хотел, выбачаюся, что перебиваю, просто хотел удакладніць, як амерыканцы могуць дапамагчы беларусам нешта там со сваёй ідэнтычнасцю зрабіць, там яе адрадзіць, аднавіць, пашырыць, калі беларусы, можа быть, самі гэтага там, ну, дзесьці там мало, мягко скажем, не так шмат увагі удзяляюць, як хацелось бы нам з вами, да прыкладу. Што амерыканцы могуць зрабіць? Ну, по-перше, я не зусім з вами згодна адносна того, что беларусы не уделяют вось увагу, я маю на увазе увагу да мовы, увагу да нашай спадчыны, да нашай культуры. Не, я зараз якраз вось для мяне вось зараз відавочна, і гэта для мяне відавочна апошнія 2-3 гады, что вось як бы пачынаецца вот этот рост як бы популярнасці беларускай спадчыны, культуры, языка і гэтак далей. І гэта у гэты працэс як бы вовлекаецца там і маладзёж, і дзеячы культуры, і нават спартсмены, і вядомыя як бы блогеры, гэтак далей. Шмат людзей пераходзяць на беларускую мову, і па-першае пераходзяць тыя, хто имеют вось гэтую публічнасць. І нават я не самы лепшы прымер у гэтым як бы накірунку, но я таксама імкнуся, таму што побач са мною шмат людзей, якія размаўляюць по-беларуску, я як бы не могу ім як бы адказваць на рускае. Гэта сорамна? Ну, гэта ваша уласнае бачанне, амерыканцы тут пры чым? Пачакайце, так гэта ўсё гэта бачна і амерыканцам таксама. Гэта ўсё бачна ім таксама. Яны гэта ўбачылі. Не только тое, што Турарбекова размаўляе по-беларуску, хаця гэта таксама як бы прыклад того, што ёсць вось гэта імкненне, есть вось гэты накірунак, есть этот процесс. Он имеется, он большой, мощный. И молодежь переходит на беларускую мову, асабліва гэта датычыцца тых маладых беларусаў, якія у 20-м годзе, напрыклад, выходили на вуліцы, і потым вось праз гэта яны зразумелі, што яны беларусы, яны адрозніваюцца. А потым наступны шаг які быў? Вось у чым наше адрозненне як бы як зрабіць убачным, да, там, не знаю, видимым, там, visible, буквально, visibility. Visibility достигаецца исключительно беларускай мовай. А потым адбылася агрэсія супраць Украіны з боку России. І вось для беларусаў как бы, як бы, вось гэта вельмі важны крытэрый, як себя адрозніваць ад рускіх у гэтым выпадку. І амерыканцы гэта ўсё бачаць. І яны гэта падтрымліваюць. Як они могуць падтрымаць? Яны падтрымліваюць нацыянальныя медыа, яны падтрымліваць будуць нават, я так зразумела, што, мабыць, частку культурніцкіх праектаў і гэтак далей. І мы пабачым, што будзе далей, таму што стратэгічны дыалог зараз яму ну вось год. І год этот был вельмі складаны, як бы бачыце. Ён складаны, і для нас, конечно, это большой, як бы большой выклік того, что отбудется при администрации Дональда Трампа. Но
калі як бы бачыць тое, як рэалізуюць, вот імплементируют законы в США. Ведь как бы мы и вот этот стратегический диалог, он является частью разных там законодательных проектов или частью уже принятых законов. Поэтому там не все так драматично будет. Я имею в виду и вопросы финансирования, и вопросы сохранения этого формата стратегического диалога. Вот там не все будет так драматично. Посмотрим, что будет дальше. Вот. Но я как бы читала ряд законопроектов, где и законов уже принятых, где вот рассматривались вопросы, связанные с тем, как реализуются вот эти стратегические диалоги как форматы. Вот, они в том числе и включаются в законы принятые. Так отказаться от законов они вот так вот просто не смогут. Они могут там что-то сокращать, увеличивать, но они вот так вот просто взять и забыть они не смогут. Они все делают очень последовательно в этом вопросе. Даже при смене администрации. Уже не говоря о том, что республиканская партия так само является инициатором одного из законопроектов Беларусь Democracy Act. Мы ведаем, что Актам ёсць демократии, два да. проекта, і вось адзін з іх вось з'яўляецца рэспубліканскай ініцыятывай. Вось я у гэтым як бы сэнсе не зусім полный пессимист, прабачце, полный пессимист. Я так зразумела, что нешта будзе адбывацца і работа будзе працягвацца. Поэтому як бы пусть расслабятся и наблюдают дальше. Я не про американцев. Але все ж таки скажите мне як эксперт, як у таких ситуациях, калі выдаются такие рекомендации дзярждэпам сваім грамадзянам, надалей у такой перспектыве там сярэдне гістарычнай, умоўна кажучы, дзейнічае звычайна ЗША, яны пачынаюць тады, ну как бы так, закрываться от гэтай краіны, то есть как бы дыстанцыянавацца ад яе, казаць давайте мы тады спынем, яна небяспечная краіна, давайте абмяжуем з ёй контакты, ці тады наадварот, так нейкім чынам трэба знайсці падыходы да мясцовага рэжыма, каб наладзіць адносіны, каб вот все ж таки больш бяспечна было, каб можна было ўсё ж таки нейкія там магчымасці мець для дапамогі, для супрацы, для ўсяго. Як звычайна дзейнічае і што чаго чакаць у дачыненні з Беларусю? Может быть, яны скажут, так, что-то тут как-то вот сапраўды стало вельмі рэзка, давайте шукаць шляхі для пацяплення адносінаў. Это все гэтыя пытанні адносна стратегии новой администрации Дональда Трампа. Усе пытанні гэтыя да іх. Як яны убачаць беларускае пытанне, як пытанне актуальна для них ці не. Гэта па-першае, па-другое, калі пачнуцца вось гэтыя як бы такое імкненне адміністрацыі зрабіць вось гэты перагаворны працэс па Ўкраіне, тады яны ўбачаць Беларусь так. Вось і мабыць у гэтым сэнсе вось такім могуць адбыцца змены стратэгіі США адносна беларускага пытання. Вось, но тое, што я зараз бачу, зараз я бачу другое. Я бачу зараз тое, што Трампа з майго пункту гледжання ўсё як бы болей дыстанцыруецца вось ад гэтага свайго абяцання адносна там што там за дзень, да, там остановить войну. И мне кажется, что тут по всей вероятности в результате консультирования и предварительного и передачи дел до него начинает доходить, что, скорее всего, не получится договориться о начале переговорного процесса. Я уж про сам договор не говорю, о начале переговорного процесса. И пока вот в общем и целом я вижу, что они начинают от своих вот этих обещаний дистанцироваться. Наверное, дело плохо с их точки зрения. С их точки зрения, по всей вероятности, Россию они не смогут остановить, значит, они будут менять стратегию,
близко к той стратегии, которая осуществлялась администрацией Байдена. У них выхода другого нет. То есть либо они осуществляют как бы свое обещание, реализуют, начинают переговорный процесс. Для того, чтобы начать переговорный процесс, нужно по меньшей мере как бы посадить за стол Путина и Зеленского. А это у них не получается. По всей вероятности, они начинают, как это сказать, более трезво оценивать ситуацию. Возможно, они и так ее трезво оценивали, но просто им это нужно было для популистских лозунгов. Поэтому, если так будут развиваться события, развиваться в этом направлении события, то смена стратегии США, администрации США, новой администрации США в отношении Беларуси не случится. Останется так же, что и было. Давайте вось акурат таки звернемся да магчымага развіцця падзеяў у нашым рэгіёне з пункту гледжання замірэння ва ўкраіне. Все ж таки ёсць некалькі варыянтаў. Трамп ізноўку ў чарговы раз зараз заявіў, што яго мэта гэта дасягнуць міра ва ўкраіне, і ён заявіў, што з нецярплівасцю чакае сустрэчы з Пуціным. Як вам бачыцца развіццё гэтых падзеяў? Гэта сустрэча адбудзецца, прычым не тэлефонная размова, а сустрэча. І дзе гэта можа быць? Есть разные по этому поводу как бы предположения. Я думаю, что и сам Трамп, и Путин еще не знают, где и когда они встретятся, потому что еще много чего должно произойти до того времени, пока Трамп вступит в свои права, отбудется инаугурация. Но я просто вам поделюсь одной из таких, может быть, мимо вас прошла эта новость, может быть, вы не обсуждали, просто потому что это не так было важно. Первым лидером, с которым разговаривал Дональд Трамп, первым лидером стран СНГ, с которым разговаривал Дональд Трамп, был кто? Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. И по этому поводу есть всякие разные как бы предположения и слухи, что якобы этот разговор случился в той или иной степени либо при посредничестве, либо при подсказке. Но это не точная информация, это действительно буквально слухи и предположения Макрона, президента Франции. И что это такая схема, которая может в будущем предположительно, эта схема может быть связана с тем, что Токаев предлагает свое не посредничество, а свою площадку для встреч. Встречи ли Трампа с Путиным, или вообще в целом переговорного процесса по Украине. Либо это просто желаемое за действительно выдается. Но факт остается фактом. Телефонный разговор Токаева с Трампом действительно был. И сразу примерно где-то в это время, на этой же неделе, Путин встретился с Назарбаевым. И там всяких разных по этому поводу предположений было море, масса. Но то, что найдется ряд государств, которые попытаются использовать эту ситуацию с тем, чтобы оказать такие фасилитаторские буквально услуги, с тем, чтобы поднять свой имидж и одновременно быть полезным Дональду Трампу, точно не Путину, Дональду Трампу. Таких стран будет немало, об этих странах постоянно говорится, что это может быть Турция, что это может быть Индия, например, Зеленский об Индии говорил, тут казахи сами про себя сказали, что мы тоже можем. Будет или нет, это, наверное, будет. Другой вопрос, будет ли результативно? Ведь ему же, на самом деле, Трампу не просто встреча с Путиным нужна, ему же нужен результат. Он же себя преподносит как делового человека, который будет решать проблемы вместо того, чтобы болтать о них. Это же его популистская в первую очередь, что он может прийти и порешать все вопросы очень быстро и легко. И очень многие, за него голосовали-то в Штатах именно поэтому. Поэтому ему нужен будет результат.
И вопрос заключается в этом. Встреча-то может состояться, это не проблема. А будет ли результат у этой встречи? Трампу нужен результат. Вот это следующий как бы вопрос. И мне в этой связи кажется, что как раз-таки с результатом будет плохо. И Трампу надо будет решать. Либо он с ним встречается просто так, просто как-то там попытка, не пытка. Правда, товарищ Берия, да? Вот. Или все-таки с результатом. А чтобы с результатом, для этого надо, чтобы команды поработали. А судя по всему, команды даже и близко не начинали. То есть это все. А на самом деле, как бы, в общем и целом ситуация выглядит пока не очень. Вот я вам процитую таксама с расійскіх прапагандзійскіх тэлеграм-каналаў, якія даюць парады Трампу з гэтай нагоды, як ему трэба дзейнічаць. Ну, па-першае, наконт месца правядзення сустрэчы. Там, где мы будем считать себя в безопасности, а это Россия или нейтральные страны, где нет близко войск НАТО, и лететь президенту Путину недалеко. Индия, Китай, Казахстан. Заўважу, Беларусь тут не пазначана ніякім чынам. Потым па варыянтах да прыходу да нейкага выніку, як вы кажаце. Трампу достаточно заставить Киев выйти с новых регионов, и вот тебе перемирие, на основе которого можно обсуждать все остальное, не спеша весь 25-й год. Новые регионы маецца на увазе тое, что вот собрались там некие с начесами и у костюмах с отливом и вырашили, гэта наша. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Крым и все остальное. Вот, и они вырашили, что гэта наша. Это я, конечно, не разумею, там мог собраться какой-нибудь умовный парламент Японии и сказать, а в принципе Курылы-то это наша, мы вот сейчас тут примем закон и делайте зараз что хотите, там выводите. Но подыход такой. Может быть, сапраўды вот для Трампа вариант, что ему гэтые кавалки украинской земли? На самом деле ему действительно все равно. Но тут вопрос ведь не в этом заключается. Он же сам по себе не является исключительным диктатором США. Это человек, за которого голосовали, которому давали чеки, и у которого есть программа, которую надо реализовать. Вот. За его спиной стоят люди с деньгами и с интересами. Вот. И в первую очередь ему надо удовлетворять их интересы, скажем так. Поэтому все, что связано с Украиной, это все, что связано с производством оружия. Продолжать? Да. Дальше? Нет. Да. Нет, я не... Понимаете, проблема заключается ведь в том, что как бы он же не отрицает необходимость оказания военной помощи Украине. Дело не в том, что он боится бросить Зеленского, да ему плевать. Ему реально плевать. Он как к своей семье-то относится. Вот. Ну ладно, не буду дальше про его облика морали, да. Вот. Но как бы дело не в этом, а дело в том, что это как бы интересы оборонных предприятий или компаний, которые продают оружие в огромных количествах. Они как бы для них вот война мать родная. Вот, и они продают оружие Украине в том числе. Украина была одним из главных реципиентов. И теперь вот просто вот так вот взять это и поменять, вопрос в другом. Как теперь это будет как бы с точки зрения финансовой оформляться? Вот в чем вопрос. Это первое, что я хотела бы отметить. Поэтому в этом отношении как бы вот где еще загвоздка. Поэтому он же всегда говорит о том, что военная помощь Украине будет продолжать оказываться. Это тут как бы тут вопрос не стоит. Вот вопрос, как это, под каким соусом это будет подаваться. Вот. Это первый момент. Второй момент, что касается вот что там Китая, там в Китай он не поедет ни за что. Для Трампа Китай враг. Его президентство будет знаменовать в первую очередь борьбу с Китаем. И в этом отношении, кстати, вот тут вопрос задавался относительно изменения стратегии в отношении Беларуси. И в этом смысле для администрации Дональда Трампа Беларусь как стратегический партнер
Китая в Европе, в Восточной Европе, это вообще-то кость в горле. Это не, ну, не кость, косточка. Косточка в горле. Вот для Трампа будет важным узнать, каковы позиции Китая, неважно где там, и в Беларуси. Ах так? Ах, такие партнеры замечательные. Ах, вы, значит, с Китаем так дружите? Все. Это для него будет сигнал. Поэтому рассчитывать на изменение стратегии США в отношении Беларуси, для этого надо не столько от России отказываться, сколько от Китая, если говорится о Трампе. А теперь давайте откроем и посмотрим, как у нас, какое значение и роль играет на сегодняшний день Китайская Народная Республика во внешней политике Республики Беларусь. Я скоро буду заканчивать, в том числе и небольшое исследование относительно того, как китайская тематика и проблематика становится на первом месте даже в наших высших учебных заведениях. Даже Россия рядом не стояла. На первом месте стоит Китай. Китаю самый большой интерес. Китаю посвящены наибольшее количество курсовых дипломных работ на факультете международных отношений. Китайские аспиранты защищают у нас диссертации. Наибольшее количество статей, научных статей, исследований проводится по Китаю. А по Китаю проводится наибольшее количество мероприятий. В свете администрации Дональда Трампа, если это они это увидят, посольство США все равно будет писать отчет, естественно. Они это увидят обязательно. Фокус всегда будет, внимание номер один будет. Кто является стратегическим союзником Китая? И, значит, это те, которые не с нами. Он же четко ставит вопрос, вы же видите, да? Вот как он странам БРИКС поставил вопрос. Если вы у себя там какую-то там валюту введете резервную, так я вам всем 100% пошлину введу. Нет, говорят там все остальные, там индийцы, бразильцы, мы не собирались. Вот он так будет разговаривать. Особенно со слабыми. Особенно со слабыми. Он церемониться не станет. В Канаде он предлагает стать каким-то там, типа в шутку, но за этой шуткой 51-й штат США. Панаме он предлагает вернуть Панамский канал. Когда про нас, я думаю, про нас будет сказано полпредложения. Какое отношение имеете к Китаю? Стратегические союзники. Мы не признавали вас и признавать не будем. Вот такой может быть разговор. Вполне близко к тому, что может произойти. Это датычна афіцыйнага мінска, а пазіцыя ўсё ж таки тады да дэмакратычных сілаў. Тады раз гэта не цікава, то і это вопрос visibility, это очень серьезный вопрос. И белорусским демократическим силам перед ними стоит большая задача, как и перед всеми сейчас вообще во всем мире стоит задача найти дорогу к сердцу Трампа. Как найти дорогу в его администрацию? Не просто в его администрацию, а к тем людям, которых он действительно слушает. Потому что он далеко не всех еще слушает. Он еще своих советников по 100 раз поменяет. Кого он сейчас слушает в большей степени? Кому он в большей степени сегодня доверяет? Кто сейчас может оказаться более влиятельным с точки зрения формирования внешней политики США? Это много вопросов здесь будет возникать. Если это те люди, которые знают белорусскую тематику, да, как этот сенатор, который инициировал этот проект, законопроект «Беларусь Democracy Act», тогда, в общем, белорусские демократические силы имеют большой шанс на то, чтобы хотя бы получать то же место, занимать то же место, которое занимали. Насчет всего остального я еще раз повторюсь. Китайский фактор в международной политике США будет играть важнейшее значение, как именно негативный фактор. Для них это будет показатель, табличка, количество стран, такие-то, такие-то, такие-то страны с Китаем. Плюс, значит, для нас минус. С Китаем минус, значит, для нас плюс. Значит, мы на них можем рассчитывать.
Я думаю, что и это будет иметь значение. Особенно для стран, ну, не имеющих большого значения для США. А мы как раз именно к той группе стран относимся. Для США имеет значение кто? С кем он начал вести переговоры еще до того, как стал президентом. Они прикидывают сейчас стратегию. С кем разговаривал, кроме Такаева? Ни с кем. Ну, с Зеленским переговорил, с Макроном. Это украинский вопрос, это вопрос для него серьезный. Это я в этом абсолютно убеждена. И я думаю, что как бы он будет встречаться, и все время про Украину будут и напоминать, и без самого Зеленского, и с Зеленским он встретится далеко не один раз. А вот мы говорим о Беларуси. Я про Беларусь. Беларусь вот так будет. Я же говорю, наше место в этой таблице будет там состоять из нескольких этих критериев. И критерий номер один будет наши отношения с Китаем. Соотношение с Китаем плюс для нас значит минус. До речі, я вот памятаете, мы з вами ну так дзесьці со смехом, хотя с таким горким смехом прыгадывали вот гэтую чарговую версію ад Лукашэнкі, чарговая мапа ад яго, як все ж таки развіваліся падзеі ў 22 годзе, что вот как бы оказывается это российские войски шли с вучэнняў и раптом взяли и свернули. Ну и мы как бы вот смеялись, что вот вайшлі не ў тую дзвер и гэтак далей. А я как бы пачуў такое меркаванне, что насамрэч ён гэта прагаварыў, і гэта быў такі посыл найперш на захад, что маўляў прызнаўся у тым, что оказывается у гэтым сэнсе нічога з ім не абмяркоўвалі, не ўзгаднялі, не пыталіся ў яго, что ён маўляў как бы нічога не вырашае ў гэтым пытанні, у сур'ёзным пытанні таким военно-стратэгічным. И что, мол, дяденьки, посмотрите, какой я бедный, несчастный, меня тут покрывдили. Не берите меня. Да кто же ему поверит? Вот. Ну, во-первых, никто не поверит, потому что мы с вами тоже это обсуждали неоднократно, что вообще вот этот капитал под названием доверия в политике очень важен. Он его лишился напрочь, и все. Вот. Ему надо выбирать. Если он контролирует территорию Республики Беларусь, тогда ему говорить надо, что да, с моего разрешения. А если он говорит, что не с моего разрешения, значит, получается, он признается в том, что он не контролирует территорию Республики Беларусь с точки зрения военной безопасности, тогда нафига его звать на переговоры? Вот, а тут цікавы момант, все ж таки столькі і ён заяўляе пра перамовы, і тут табе Прыгерман піша, і тут табе Дмітрыеў расказвае про тое, што трэба ўсё ж таки з розных нагодаў. Цікавая как бы такая жартаўлівая версія была у апошнім выпуску «Часікі цікаюць» про тое, што на перамовы, калі яны будуць, то Путін прыедзе з 3 чемоданчыкамі ядерным, з фекаліямі сваімі, а ў трэцім будзе Лукашенко. Так вот, все ж таки, После фекалий, да? Ну, после, да. Такой очередность. Ну, прогучала так. У прынцыпе, я згодны з такой, как бы, чарговасцю. Але наколькі, все ж таки, на ваш погляд, ну, обгрунтаваныя спадзевы, что хоть на прыстаўным стульчыку, ну, может быть, мы уже с вами про это говорили не раз, але часто ідзе нейкія такія... Нечто изменяется, некие такие тренды меняются, может быть, нечто новое. Ну, вопрос, зачем Путину Лукашенко на переговорах? Ну, если они руководствуются той схемой, что руководствовался когда-то Сталин при создании Организации Объединенных Наций, да, то есть как бы Беларусь и Украина, имеется в виду Белорусская Советская Социалистическая Республика, и Украинская Советская Социалистические Республики нужны были только для того, чтобы увеличить количество голосов. Вот. И все. Реальной самостоятельностью БССР и Украинская Советская Социалистическая Республики не обладали. У них право голоса было, но голоса как такового самостоятельного, независимого не было. В этом смысле да. Это первое. Второе, возможно, через Лукашенко он мог бы передавать, или, вернее, Лукашенко мог бы озвучивать то, чего не может озвучивать Путин. Вот. Это такой, как бы, как это сказать, дополнительный канал связи.
Вот, но это то, что хотел бы, может быть, Путин. Хотя у меня есть некоторые сомнения относительно их вот этой искренности, когда Захарова сказала, что про Лукашенко, да. Вот, это первое. Но этого же недостаточно для того, чтобы он приехал на переговоры. Для того, чтобы он приехал на переговоры, когда вот этот этап первый называется переговоры о переговорах. Переговоры о переговорах – это тот этап, когда готовятся переговоры. И на самом деле это очень важный этап, потому что там обсуждается, кто приедет, в каком составе, куда приедут, и самое главное – повестка. Да? И там каждый элемент имеет значение. И вот когда будет согласовываться вопрос представительства, и тогда скажут, знаете, в свое время, как бы, когда начиналось ближневосточное урегулирование, израильская делегация не соглашалась на переговоры, потому что с противоположной стороны, со стороны арабов, предлагалось, чтобы приехали палестинцы. Кто такие палестинцы? ООП, Организация освобождения Палестины. Нашли компромиссный вариант, потому что было два спонсора, да, там США и Советский Союз. Нашелся компромиссный вариант. Этот компромиссный вариант заключался в том, что приехала смешанная делегация Иордано-Палестинская. Взамен на это Советский Союз, прежде чем сесть за стол переговоров, признал государство Израиль и установил дипломатические отношения. До этого не имея дипломатические отношения. Берем этот трафарет и прикладываем на нашу с вами ситуацию с Россией и Украиной. Вопрос здесь заключается в следующем. Согласятся ли Соединенные Штаты, Европейский Союз, а самое главное Украина на присутствие Лукашенко в качестве самостоятельной делегации? Ну Украина уже выказалася з гэтай нагоды. Нет. Ответ нет. Но может быть достигнуто компромиссное решение, и Лукашенко поедет в чемодане. В составе российской делегации. В составе. Понимаете? Если этого захотят русские, нафига это русским, я не знаю. Тогда им это незачем нужно. Это только может быть в будущем, чтобы отделить от себя белорусскую делегацию, чтобы она вела самостоятельно отдельно переговоры, самостоятельно отдельный был бы трек. Я, честно сказать, уявить себе вось гэтай як бы мотивацию ўсяго этого, я не могу. Может, я тупая, я не понимаю, чего. Но я как бы думаю, что присутствие Лукашенко на переговорах на сегодняшний день пока как бы как возможность, да, буквально как возможность, она не очень высокая. Не очень высокая. И если как бы они будут настаивать, я по поводу русских, конечно, если русские будут настаивать на том, чтобы вот приехала белорусская делегация во главе с Лукашенко, вот, противоположная сторона поставит тогда условия. А я не думаю, что русские захотят эти условия выполнять. Потому что это все есть результат компромисса. Оно не может быть так, что вот я вот хочу, давайте, пойдите мне навстречу. Ну, ладно, говорят с противоположной стороны, давайте уже согласимся. Да нет же, там будет драчка за каждую фигуру, за каждую персону в этой делегации. Будет ругачка и будут очень серьезные споры по поводу места проведения переговоров. Там все будет иметь значение. Все, буквально все. И я думаю, что более того, вот то, что Лукашенко пария, и он находится в изоляции, а этот фактор будут использовать для торга с Путиным. Это слабое место, это слабое звено у Путина, не сильное. Вот, поэтому как бы это с дипломатической точки зрения. А мы же с вами еще имеем в виду, что это военный конфликт, что это война идет. И как бы там же параллельно еще и военные действия будут. И уже не говоря там про медийные и так далее и тому подобное. Так что я понимаю, как это стремление Лукашенко сесть за стол переговоров и таким образом доказать свою субъектность и заставить признать противоположную сторону его субъектность международную. В этом смысле я согласна с Артемом Шрайманом, который об этом говорит, что участие в переговорах может дать ему вот это признание, легитимность международную. Это правильно. Это как бы тут все понятно. И тут очень многие вещи могут быть разыграны.
Но противоположная сторона, я имею в виду США, Европейский Союз и Украину, они должны дать согласие на его участие. Зачем им это? Доказать им, что его участие может ослабить или смягчить позиции России? Серьезно? Когда с его территории было совершено нападение, и Киев чуть было не взяли? Они же не до такой степени идиоты. Они совсем, кстати говоря, не идиоты. Но то, что они могут это использовать для того, чтобы давить на Москву, я желаю Москве этого. Такого союзника врагу не пожелаешь. Потому что он токсичный. Это токсичный капитал, который, собственно говоря, не приносит дохода пока. Он не приносит дохода, ведь это же видно по количеству санкций и потому, что уровень дипломатического представительства в Минске крайне низкий. Даже в Москве такого нет. Его реально не признают уже. С ним действительно не ведут переговоры, с ним не могут вести переговоры, потому что он не договороспособный. Они хотят от него кое-что получить, но он не идет навстречу, он не делает уступок. 30 политзаключенных, сколько там, с какой-то там периодичностью, да, и в итоге мы выходим на цифру там в районе 200, да, человек, из которых там большая часть людей, они должны были быть и так освобождены в общем и целом. Это не та уступка, уважаемые, которой можно привлечь к себе внимание и внушить западным партнерам хоть какую-то ценность вот себя как там стороны. Не та. 1000 надо отпустить, тогда процесс может начаться. Я уже давно об этом говорю. Хотите получить место за столом переговоров? Отпускай всех. Тогда получишь место за столом переговоров. Это, я считаю, вот это мой искренний совет и рекомендация. Если вы хотите попасть за стол переговоров, Александр Григорьевич, и его советникам хочу сказать, надо отпустить всех политзаключенных. С этого начнется все. Это не финал, это как раз начало переговоров. Вы, ребята, не в том положении. Москва может быть в другом положении, а вы не в том. Не вам диктовать. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, хоць тэмаў, як звычайна, засталося вельмі шмат неабгавораных, але думаю, што у нас акурат таки нават у гэтым годзе яшчэ 24-м будзе магчымасць сустрэцца. Наступны панядзелак 30-го яшчэ ёсць магчымасць падвесці канчатковыя вынікі і сказаць всю праўду ўсім і пра ўсё. А до гэтага часу подписывайтеся на телеграм-канал. Больше не выходить. Закончить. Нет. И сказать, далее, да, как там еще далее будет, ждите, будет очень интересно. Як это заўсёды. Тым не менш, подписывайтесь на телеграм-канал спадарыні Розы Турарбековой. Не забывайтесь подписываться на YouTube канал Еврорадио. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши чарговые эфиры. Расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну и безумоўна, калі ёсць такая магчымасць, на Байсоле объявлены сбор на подарунки, калядныя подарунки для дзяцей палітвязняў. Калі ёсць такая магчымасць, падтрымайце, калі ласка. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Живи вечно.